Республики Саха-Якутия. Роман Иванович Оконечников, руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Управление физической культуры и массового спорта. Чемпионы и призеры Всероссийского фестиваля игр ГТО 2024 года. Игнатий Александрович Чемчоев, исполнительный директор Федерации ГТО. Леонид Гаврилович Зырянов, чемпион категории любителей возрастной категории от 40 лет. Джулус Михайлович Бубякин, серебряный призер категории любителей возрастной категории от 18 до 35 лет. Александра Дмитриевна Барашкова, серебряный призер категории профессионалы женщины. Друзья, уважаемые журналисты, вопросы будем задавать после выступления всех гостей. Слово предоставляется Семенову Анатолию Аскалоновичу. Басалар, Роман Иванович, Басалар, спортсмендар, бүгін Маннык Улахан Күректеги, Всероссийский Күректеги, Маннык Үчөй, результаттар, Улаттар, Маннык Күректар, Беге команда в этой спорте. Идите кисилек, эготериби кемеля. Дорогие друзья, сегодня действительно для Федерации многоборья ГТО Республики значимый день. Действительно, такой результат у нас впервые, действительно, на всероссийском уровне. Но он называется фестиваль, но это, по сути, да, это чемпионат России, потому что туда приехали лучшие атлеты, 38 субъектов. И это крупные субъекты, такие как Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Краснодарский край, Новосибирск, Иркутская область. То есть это многомиллионные крупнейшие субъекты. Да? И то, что наша республика действительно взяла больше всех медалей, взяла самое главное медаль среди профессионалов, да, вот Игнатий взял, это главное такое вот, скажем так, достижение. И очень хочу выразить большую благодарность управлению спорта, да, массового спорта, физической культуры. Роману Ивановичу Оконечникову, да, большая благодарность. Начальника отдела, спасибо. Да, начальника отдела нашему. Ну и Леонид Иванович Спиридонову, министр спорта, который поддержал, действительно, нашей команде оплатили проезд. Вот. Также хотел бы выразить благодарность ФБК Якутия, наш постоянный партнер, наши виды энергетик, поэтому так заняли такие места. Вот. Ну и, конечно, хотел бы что сказать. На самом деле, вот допустим, на Восточном экономическом форуме, да, когда непосредственно были на соревнованиях, вот я непосредственно в онлайне наблюдал все соревнования. Многие путают просто, что это по старинке думают норматив ГТО. Действительно, у нас в республике 27 тысяч с лишним человек сдали норматив ГТО. Мы за то, чтобы больше людей вовлекалось в это движение. Но вот сами соревнования, они, конечно, далеко отличаются от обычной сдачи норматива. Это серьезные физические испытания. Вот в онлайне, ВКонтакте можно посмотреть, они сохранены. Вот посмотреть, насколько серьезная подготовка требуется для спортсменов, для атлетов, чтобы просто даже выжить просто на этих соревнованиях. Да? То есть последний комплекс, он практически часовой комплекс, там 8 разных видов. Это 3 километра на байке, 5 километров гребля, 100 бёрпи, там, трастеры, ну вот если кто название не знает, это выбросы штанги. В общем, это довольно серьезно, все делается это на высоком пульсе, да, это очень серьезное, сложное испытание, и ребята проявили, во-первых, характер, я считаю, якутский характер, энергетический, да, стойкость, выносливость показали, и, конечно, большую подготовку, потому что я непосредственно с этими ребятами занимаюсь в спортзале, вижу, сколько пота они оставляют в зале, как они тренируются. Я внутри эту кухню все знаю, сам с 16 года занимаюсь кроссфитом, да, и, конечно, вот очень правильное решение федерации, что отправили в этом году именно подготовленных спортсменов. Многие из атлетов являются тренерами разных клубов, да, и это говорит о том, что мы делаем все правильно, да, то есть вот эта подготовка
То есть медали просто так не приходят, это действительно большой физический труд. Я вот хочу поблагодарить Игнатия Чумчоева, да, они все сподвижники. Ну вот я 8 лет рядом с Игнатом тренируюсь, вижу, как ребята